Это новости спорта, в студии Полина Долинская. Российская команда пловцов в составе Владислава Гринева, Михаила Вековищева, Климента Колесникова и Владимира Морозова показала результат 1 минута 22 секунды на чемпионате Европы на короткой воде в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем, тем самым заработав первое место и выход в финал. Второе место заняла команда Польши, на третьем – сборная Италии. Ранее на дистанции 50 метров брасом золото завоевал Владимир Морозов, благодаря чему сборная России имеет огромное преимущество в текущем турнире. Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря. Норвежец Магнус Карлсон уступил французу Максиму Вашье-Лаграву в полуфинальном противостоянии по шахматам. Соревнования финала Гранд-тура прошли в Лондоне. Первые 5 партий Карлсон и Вашье-Лаграв завершили в ничью. В 6-й выиграл француз, в 7-й норвежец. А вот в заключительной партии соперники не смогли выявить сильнейшего. В финальном раунде Вашье-Лаграв встретится с шахматистом из Китая Дин Лиженем. Норвежец сыграет за 3-е место с армянином Ливоном Араняном. Решающая встреча и матч за 3-е место пройдут с 6 по 8 декабря. Призовой фонд турнира составляет $350 тысяч. Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась счетом 2-1. В составе победителей шайбы забросили на 19-й минуте Сергей Толчинский и Максим Шалунов на 58-й минуте матча. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 6 декабря в гостях сыграют с Ярославским «Локомотивом». ЦСКА 2 днями позднее на выезде встретятся с минским «Динамо». Тем временем, по результатам регионального чемпионата континентальной хоккейной лиги Восточной конференции лидирующую позицию занимает команда «Ак Барс», имея в активе 54 очка после 34 игр. За ними следует хоккейный клуб «Авангард», у которых 48 баллов после 36 игр. На последней 12-й строчке располагается хоккейный клуб из Челябинска «Трактор», который после 35 проведенных игр удалось заработать только 26 очков. Что же касается западной конференции, в лидерах петербуржцы хоккейного клуба «СКА», в запасе которых 50 баллов после 36 встреч. С небольшим отставанием в 1 балл идет команда ЦСКА – 49 баллов после 34 игр. На 12-й строчке минская «Динамо» – 26 очков после 34 встреч. Футболисты Манчестер Юнайтед обыграли лондонский Тоттенхэм в матче 15-го тура английской премьер-лиги. Результаты встречи 2-1 в пользу английского футбольного клуба. В составе Манчестер Юнайтед дубль оформил Маркус Решфорд на 6-й и 49-й минутах встречи. У Тоттенхэма отличился Деле Али на 39-й минуте. Манчестер Юнайтед поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 21 балл в 15 матчах. Тоттенхэм идет 8-м, имея в активе 20 очков после 15 встреч. В следующем матче Манчестер Юнайтед на выезде сыграет против Манчестер Сити, а Тоттенхэм на домашнем стадионе примет Бернли. Обе встречи пройдут 7 декабря. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» со счетом 80-78 обыграл латвийский ВЭФ в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Самым результативным игроком встречи стал американский форвард Нижнего Новгорода Даррал Уиллис, на счету которого 12 подборов и набравшего 26 очков. В турнирной таблице группы «С» Нижний Новгород занимает 3-е место, одержав 4 победы и потерпев 3 поражения. ВЭФ идет 7-ми, имея 1 победу и 6 поражений. 10 декабря в 8-м туре Нижний Новгород примет испанское Тенерифе. На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных новостей.